Маленькая безымянная речка, протекающая в поселке Каштак, на первый взгляд не представляет никакой опасности. Но во время проливных дождей она превращается в бурный поток, который наносит большой ущерб жителям, затапливая приусадебные участки и домовладения, оставляя за собой мусор и ил. Олег Кутеля вместе с семьей живет в поселке уже 24 года. По словам жителя, такая картина здесь нередкое явление. Вода поднялась вот так вот, здесь полностью весь двор мой залила полностью, вот здесь все, вода везде, вот это, что видите, полностью стояла, как в бассейне стояла вода. К дому подошла уже вплотную к углу, сейчас уже русла нету, сейчас если такой удар будет, то дом мой зальет тоже. По силе возможности администрация технику загоняет, помогает, да, но это каждый раз копать, это как на мини-замедленного действия, когда она поднимется опять здесь. Когда надо укрепить просто, не знаю. Говорят, что будут решать, посмотрим. Всего в поселке Каштак проживают более 200 семей. Летом прошлого года река подтопила 12 домовладений. Был нанесен немалый урон. По словам главы администрации села Мачара Дениса Хаджимба, всем им была оказана финансовая помощь. Русло реки, здесь постоянно идут в этом поселке стройки, новые гостиницы строят люди, дома новые строят. Есть, где она через дворы проходит, и не без человеческого участия люди начинают сужать русло в каких-то местах, и оно, конечно, приводит к вот таким вот последствиям. Ну и стихия здесь, конечно, фактор стихии, с ней не поборешься, когда уже есть стихия, с ней ничего не сделаешь, уже приходится с последствиями бороться. Было решено, не дожидаясь нового наводнения, действовать на опережение. В начале года на этом проблемном участке были начаты работы. Очистили русло реки, забитые мусором и илом трубы были вырыты. Далее необходимо провести комплексные работы по руслу реки. В 2019 году нынешний глава района тогда был депутатом парламента. Тогда вот совместными усилиями он ходатайствовал за этот вопрос. Мы добились, чтобы вот русло реки в нужных местах провели нужные работы, проложили мостики, проложили ливневые русла бетонные сделали, переезды сделали. То есть работа была проведена комплексная. Вот это было уже 5 лет назад. Но надо эти работы проводить постоянно, держать в тонусе эту ситуацию, для того, чтобы можно было на опережение успевать постоянно. На наш взгляд, нужно, где были бетонные кольца, скажем, практика показывает, что они неэффективно забиваются. Значит, нужно какой-то другой вариант использовать. Строители подскажут нам, я думаю. У нас есть какие-то свои мысли, тоже вместе примем решение, я надеюсь. Масштабные работы с тех пор не проводились. Только по факту устраняли последствия практически каждое лето. Денис Хаджимба отметил, что люди выбрасывают бытовой мусор в русло реки и призвал проявить сознательность и не допускать таких случаев. Надеемся на то, что люди проявят сознательность гражданскую и не будут сюда мусор всякий бросать, потому что мы сталкиваемся с этим, видим, когда видно, что бревна забиваются. Это понятно, что природа принесла стихия. Но когда ты видишь, что старая стиральная машина там забивает, вы же понимаете, что это не без человеческого участия. Конечно, нужно потихоньку от этого уходить. Люди должны понимать, что так нельзя. Работы ведутся администрацией Гулрыбшского района совместно с местной администрацией. Для того, чтобы продолжить работы, тут дальше есть проблема, тут живут люди. И мы не можем, тут вы видите, работает техника, и мы не можем во дворы людей загнать технику. Мы сейчас связались с хозяевами, они должны приехать, мы ждем или сегодня, завтра, и будем разговаривать с людьми, потому что это проблема не только их, это проблема всего этого района. Потому что когда идут ливни, дожди, здесь катастрофическое положение. Если этот вопрос надо решать обязательно. А в другом тупике Обжуйского шоссе, поселка Каштак, капитально проведены работы по расчистке ливневок. Теперь глубина и ширина соответствуют установленным нормам. Основная работа была завершена к Новому году. Администрация района провела все работы по ливневкам, чтобы они могли идти по своему руслу, залили. Теперь у нас будет, когда дождь идти, дорогу эту не будет смывать. Вы видите, здесь стоит трансформатор. Этот трансформатор тоже мы будем передвигать его. Он там уже укрепление сделали, вы видите. Огораживать его будем ради безопасности жителей. Будем приводить все в соответствии с нормами. Денис Хаджимба отметил, что в районе стремятся создать и поддерживать благоприятные условия для жителей. И работы в этом направлении будут продолжаться. Шазина Ханагуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.